Одним из основных средств воздействия на независимость, безопасность и благосостояние существования государств-членов РКБ стали информационные войны и проникновение терроризма в любом его проявлении в киберсфере. Основным фактором международной нестабильности является наличие противоречий, связанных с неравномерностью социально-экономического развития государств, опасность вмешательства иных государств и союзов в регулирование возникающих межэтнических и межконфессиональных конфликтов в разрез с новыми принципами международного права, активизация информационного противоборства в глобальном коммуникационном пространстве с целью дестабилизации ситуации, радикализация противоправной деятельности в социальных сетях и благосфере, распространение в первую очередь с использованием глобальной информационной инфраструктуры, идеологии политического, национального и религиозного экстремизма, составляющих духовную основу террористической и экстремистской деятельности. Рассматривая вопрос коммуникационной составляющей безопасности государства, мы должны выделить важную роль средств массовой коммуникации, оказывающую с помощью различных информационных технологий специальное, а иногда и манипулятивное воздействие на психику населения. Информационно-психологический терроризм стал инструментом международной политики, дипломатии и торговых отношений между странами, ориентированный на использование различных форм и методов негативного воздействия в информационно-психологическую среду государств с использованием СМИ для создания негативных условий, влекущих за собой дестабилизацию социально-политической обстановки как на региональных уровнях, так и в мире в целом. С помощью информационных технологий создаются интернет-ресурсы, которые занимаются пропагандой терроризма и национализма под различными лозунгами. Такие ресурсы предоставляют полный спектр террористических услуг, начиная с вербовки людей, заканчивая отправкой материальной помощи боевикам с обеспечением ими информационного тыла. Эти ресурсы пропагандируют радикальные идеологии в различных регионах мира, подходя к этому вопросу избирательно и с умом. Террористические организации имеют свои интернет-ресурсы для многих стран и ведут свою деятельность в социальных сетях в расчете, прежде всего, на втягивание молодежи в свои ряды. Приведу несколько цифр, характеризующих глобальность коммуникационных потоков, особенно в социальных сетях, используемых молодежью. Это Facebook – более 1 миллиарда пользователей, ВКонтакте – 190 миллионов пользователей, YouTube – 1 миллиард, Twitter – более 200 миллионов пользователей. Важной является проблема активизации деятельности радикальных религиозных и национальных структур внутри государства, направленная на использование социальных проблем населения, протестных настроений, в особенности среди молодежи, межэтнических, межконфессиональных противоречий. Одним из основных отличий этого явления состоит в том, что если обычная война должна рано или поздно закончиться, то информационной войне конца не будет. Она будет длиться столько, сколько будет существовать независимое государство. А главная ситуация будет усугубляться по мере развития современных средств коммуникации и интернета в частности. Информационная война велась и ведется постоянно, втягивая свои технологии государства, воздействуя на массы с помощью благосферы и социальных сетей, используя новейшие психолингвистические методы. Специалисты информационной войны и дестабилизации обстановки лгут, искажая реальность, собирая людей в группы, внедряя в головы ложные данные, заставляя их выходить на улицы и смещать свои правительства, обеспечивая этим группам информационное прикрытие перед мировым сообществом. Следствием применения методов информационной войны и такого информационно-психологического воздействия стало изменение государственных устройств ряда государств. Такое наблюдалось и наблюдается на Ближнем Востоке, Кавказе, а также в Восточной Европе, а теперь уже и в Украине, где агрессор изображается как жертва, а жертва называется агрессором. Для разжигания ненависти толпы используется специально подобранная информация, искажающая происходящее в реальности, преподносится как против действующей власти, где толпы текущих граждан, собирающих совершенно по другим мотивам, отрицательно настраиваются против сотрудников правоохранительных органов, и конфликт разостается в той мере, в которой это наблюдает весь мир. Все вышеуказанное и характер направленности имеющихся угроз связи, обусловленных данными процессами, приводит к выводу необходимости системного информационного противодействия традиционным современным угрозам. Выработки общих позиций и поиск совместных подходов
по актуальным проблемам в данной сфере, в связи с чем необходимо со стороны государственного УДКБ предусмотреть ряд мер по решению многих вопросов, таких как выработка международно-правовых механизмов защиты информационного пространства от распространения идеологии терроризма, негативное информационного воздействия, обозначение информационной политики как системы целенаправленных коммуникативно-информационных действий по обеспечению информационно-психологической безопасности населения. Повышение эффективности медиаполитических структур для организации вопросов обеспечения органов власти адекватными информационными источниками информации о наличии и фактуре социальных и экономических проблем в гражданском обществе, о составе и содержании протестных движений и требований о наиболее уязвимых точках социального напряжения, наиболее вероятных и ожидаемых направлений властных действий, управление протестной активностью населения и особенно молодежной его части, с использованием коммуникативных систем, в том числе сети интернета.